Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Главное». Меня зовут Амир Цичоев, и сегодня будем говорить с вами на тему, которая, наверное, интересна всем, кто называет себя ингушом. Речь пойдет об ингушских играх. Ингушские игры, друзья, явление историческое, возобновленное в современной Ингушетии. И у нас в гостях люди, которые знают об этом все. И когда я говорю, что знают об этом все, это действительно так, потому что у нас в гостях Исраил Арсамаков, первый олимпийский чемпион вообще в Чечено-Ингушетии. Да. Ну и, конечно, основатель ингушских игр в уже далеком 2009 году были первые игры. Исраил, расскажите, пожалуйста, откуда пошла идея вообще? Вот сидели вы, и как вы решили, что нужно запускать игры? Дело в том, что до этого было много размышлений. Я вообще-то, как говорится, всю жизнь отдал спорту. Ну и, конечно, хотелось разобраться и с тем, что такое современный спорт, и кто я лично в этом спорте. И потихоньку, изучая вообще вот ситуации касаемо физической активности, вышел такой один из вариантов, который я увидел. Сразу скажу, что роль сыграла, вот книжка была такая «Физическая культура и спорт в Чечне и Ингушетии». Значит, в 1963 году ее издали, написал ее Краснов. И меня что удивило, что я знаю не понаслышке вот те годы, как относились к нашим землякам после приезда домой. И с такой любовью и теплом он описывает вот эти события, которые были вот в плане физической культуры спорта у нас на родине, что у меня просто загорелось. Я смотрел и в других народах, что происходит, вообще на мировые процессы. И, естественно, я увидел, что у нас есть, и у ингушей, в частности, и на Кавказе в целом, очень оригинальная, очень мощная, с глубинными корнями система физической активности и очень мощная игровая культура. Она сидит непосредственно внутри культуры, не наигранная никак, вот, никаким образом, являлась частью жизни. Вот, если брать Кавказ, без вот этой части вот, картину кавказца не нарисуешь никаким образом. И потихоньку, значит, несколько лет я переписывался с разными специалистами, вот, кавказцами. Ну, есть, которые там историки, есть просто уважаемые люди, которые хорошо знают историю своего народа, там, карачаевцы, кабардинцы, там, ну, вот разные, остины были, и чеченцы, все, и дагестанцы. И я так посмотрел, там очень большой объем, вот. И потом много информации было и у нас в библиотеках, и в Центральной библиотеке, и в библиотеке Института физкультуры и спорта. То есть вот по этой теме как можно больше было собрано информации, и появилась некая вот картинка, как бы это можно было реализовать. Вообще-то полную картину очень тяжело нарисовать, в смысле сделать, создать вот такие полноценные игры, потому что, вот, допустим, взять такой предмет, как мяч, если брать общую историю, допустим, мяч, вот, зарождение таких игр, как футбол, да, вот типа этого, то получается, что, в общем-то, у нас этот мяч появился намного раньше. Я не хочу выглядеть вот таким вот а-ля историком и тут восхвалять, как это принято в современности. Но, тем не менее, могу сказать, что вот по Кавказу, допустим, такой ученый, как Дибиров, он очень прославленный в Дагестане, Магомед Ангиялович Дибиров, он описал 300 видов игр только в мяч. Разные предметы. Взять, ну, дело в том, что это тоже мировоззрение вот людей, как они видят. Это подсознательные вещи. Я могу очень много на эту тему рассказывать. Но скажу так, вот, допустим, у кавказца, вот у нас, вот у ингушей было так. Верхом, пешком. Вот
в принципе, одно и то же. Если ты, значит, пешком это хоккей, а верхом это поло получается. Ну, там же в этой книжке описывается, что поло, как игра, отсюда от нас ушла в Индию, и с Индии она ушла в Англию. Это, опять-таки, не ингуши пишут, и не я пишу, и не я сочинял. Допустим, вот недавно ко мне обратились Федерация флорбол, это вот игра с мячом, да? И вот мы им помогли, и они у нас по школам проводят эти мастер-классы. Очень интересно сейчас вот лагеря, значит, детские. И я говорю, что когда вы говорите про вот эту игру, а вы называете флорбол, можно хоккей, как угодно назвать. Вы, если в Ингушетии, вы должны говорить, что в Ингушетии эту игру играют сотни лет, играли. Потому что был, там описывается вот разным источникам кавказцы, допустим, ночной хоккей. Это делался шарик деревянный, пропитывался маслом, зажигают, он горит, и они этим играют. Игр очень много, сотни игр, предметы разные. Есть такой вид, допустим, лакросс. Лакросс — это играет вот с очками, мяч кидают по полю там. Этот лакросс как бы в мире ассоциируется как вид спорта северных американцев. Это средневековый вид спорта. Он развивается в разных континентах. Но это отдельная история. Этот лакросс тысячелетия играли у нас. Последние мастера, которые делали вот эти сачки, инвентарь, они, значит, 20-й год прошлого века. То есть очень много можно об этом говорить. И вот эта тема настолько глубинно интересна, что возникло такое вот желание. И потом вот к Олимпийским играм в Сочи была вот такой запрос был на вот такого типа вещи. И в 2007 году мы провели первое заседание, там, когда вот «Единая Россия», меня пригласили. Там были и высокопоставленные люди. Вот. Ну, я в двух словах объяснил, все взялись, значит, помогать. Ну, в то время был, значит, Жуков, он попечительский совет. Ну, тогда в становлении только шло подготовки оргкомитета Сочи 12-14. Вот. И в 2008 году, вот мы уже переговоры вели, в 2008 году уже было принято решение включить в культурную олимпиаду Кавказские игры. И, в общем-то, я вышел с инициативой главе республики Евкурову. Говорю, давайте вот мы сделаем это все, вот, исходя из Ингушетии, потому что Ингушетия действительно имеет очень мощную базу, и нам стесняться некого. Если у нас это было, почему нам это и не показывают? И вот оно вышло так, что мы в Ингушетии начали, а потом пошло. В принципе, и все было сделано до того, как оно... То есть в 2009 году оно уже было все включено в культурную олимпиаду. И ингушские игры, они как бы проводились практическое воплощение в жизнь. Естественно, проделанная оргработа была мощная. До этого провели здесь мероприятия, отзывы, все хорошо. Поэтому очень быстро оно дошло до руководства, и правительство приняло вот это распоряжение о ежегодном проведении этих игр. Вот. Сама программа, значит, этих игр была составлена из наиболее простых видов состязаний с целью, что впоследствии вокруг этой темы будут создаваться определенные интересы и будет развиваться эта тема. И я уверен и сейчас, что если эту тему нормально развить, то это будет очень значительный вклад в мировую культуру, касающийся физической активности и игровой культуры. И вообще в мировую культуру. Если мы посмотрим по миру, что происходит, насколько мощные страны на сегодняшний день вкладываются не только финансово, но и вкладываются вот в пропаганду вот этих вещей, я бы сказал, что просто преступно вот это вот то, что мы не двигаем эту тему. Вот скажу вам, есть такой предмет лянги. Да, все знают, улыбаются, как будто бы это вот. А я вам сейчас объясню, что происходит. Мы говорим, что это ерунда, детям этого не нужно. Что это такое лянги? Вот это вот,
Ну, к этому серьезнейшее отношение. Теперь скажу так. Я несколько лет назад вижу председатель Компартии Китая, у него вот эта лянга, ну, такая вот, как перышко сделана. У нас шкура, это перышко. Он играет, это китайское. Я забыл просто, как это вид называют американцы. Сделали мячик легкий и проводят чемпионаты. Да, кстати. чемпионат мира проводится. Понимаете? Вот в чем смысл. А это практически вот эта лянга это хромец. Он по-ингушски другое название, вот я забыл, как называется. Ну, лянга это хромец. Тимир Лянг, вот хромой Тимур, да? Тимир железо, Лянг, это тюркское название. Вот возьмите, это сохранилось по всему шелковому пути. Но это же действительно вещь. А возьмите олимпизм, если взять, то он тоже из национальных видов состоит, потому что собирали. Но они, я считаю, более простые, более примитивные и более затратные. А вот, допустим, возьмите, очень много шотландских видов, да, там у нас существует. Ну вот, допустим, взять скалы, да, вот они по всему миру, это гранитные скалы стоят, и вроде бы, что они из себя представляют. А именно в Шотландии скала, в которой вот такой кусочек этой скалы гранита стоит минимум 500 евро. Это керлинг. Понимаете, это надо понимать, насколько серьезно. Вот у нас возьми, это пол скалы спили здесь, и никто ничего не скажет. А там вот этот кусочек, экспортный вариант. То есть надо понимать, что вот из этого делают керлинг, который мир, и говорят, кроме этого нельзя. Как будто там совсем другой гранит. Это правильно, я приветствую такие вещи, когда люди пропагандируют свое. Может быть, мы немножко уходим от темы, но действительно хотелось бы вот этой темой заниматься. Я уверен, что вот эти виды состязаний, игровая культура, она даст очень большой эффект и будет хорошо восприниматься населением. У меня еще один вопрос к вам. Ну, сейчас мы видим, да, как немного поменялся, да, скажем так, формат. Да. Но изначально ведь там не было ни мини-футбола, ни волейбола, да, вот этих вещей. Расскажите, какие виды спорта были вот изначально? Ну, я уже сказал, что очень много видов спорта, которые можно было и нужно было. И обязательно нужно было туда вносить конные виды, потому что конная культура, кавказская конная культура, есть масса всяких вариантов, и европейские, и американские, и вот такие подходы. Кавказская конная культура, она тоже оригинальная, и она тоже имеет место в мире быть, и можно было ей заниматься, и нужно было заниматься. Вот. И вот у меня вот такие были, не то что предложения, я это создавал, и поэтому мне было обидно, когда люди, которые понятия об этом не имеют, начинают так с высоты своих должностей заходить, а еще более обидно, когда говорят о культуре какого-то народа с такой легкостью, что типа вот это кавказским женщинам, сидит женщина, говорит, вот это кавказским женщинам нельзя. Понимаете? Я говорю, может, у вас там где-то там в Сибири что-то и нельзя, но здесь вы откуда вы знаете, как вы можете оскорблять? Вот такие вещи были. У меня, конечно, возникла конфликтная ситуация, в которой именно я был против этого, потому что должна быть соответствующая одежда быть, соответствующая обстановка быть, формат должен быть, потому что это игра, это праздник. Надо создавать праздник, в процессе которого происходят определенные действия. И так как от этого начали уходить, и действительно это превратилось в какой-то, сейчас бы сказал, как винегрет. Понимаете, вот если взять чисто костюм, да, можно было бы нормальную одежду, вот, допустим, в этом беговом костюме наша девушка бегать не будет. И в европейской вот это унисекс, вот это вот их подходы, там, приравнивание того всего, и вот их движение, не мое дело там обсуждать, рассуждать, но это ихнее. Да, это имеет право быть. Их обязательно должны быть, вот одежда, она должна где-то какие-то части тела оголять, вызывать некие там эти самые, и вот это делается для шоу.
И, естественно, вот вы обратите внимание, в каких костюмах раньше выступали, как выступали. Это целая индустрия спортивной одежды, да? Да. Или, допустим, вот теннис играют девушки, обязательно там должна быть длина не выше, чтобы что-то видно, что-то вот, а у нас совсем другое понятие. И, естественно, был конфликт, и я и сейчас выражаю категорическое несогласие вот с этими вещами, но это не в моей компетенции, не в моей возможности. Спасибо, Магомед Гиревич. У нас звонок, давайте примем. Алло, говорите, мы вас слушаем. Алло, Амир. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Анда соғы яқшылық ербу қылмаған. Израил яқшылық передачаға әмләті яқыры ләңгі алу жүрі. Хауға туазын Израил қамыр бұ. Лапту яқырдыр игра. Игра наглядно хавуқы наха. Хайзды сон хақидыға физически выдра, хайзды то но ұстыды иградыр. Хантып әндейін дадияд мала үзді тансыға халы қақтыпқа. Наглядно хайзды валы ғашдали, хайзды алтын жо дүпсіділді ғамела жо бұткыл яқыстын бәрі әсқол. Лаппыряхыря. Лапту яғадыр да хайзды Да, это было еще... Сейчас я скажу. Я сейчас объясню. Вот на данный момент, вот недавно, месяца 2 назад, меня пригласил глава республики Евкуров и предложил как бы покурировать спортивное направление. Я выразил интерес, в общем-то, заниматься вот этой тематикой на уровне школы, детские сады. Вот там хотелось бы... Мне интересно просто, это новое дело. Что касаемо большого спорта, тут и так все понятно. Вот. И довольно, как скажем, незатратно мы что сделали вот в плане того, что он говорит. Мы решили, значит, поработать с лагерями, с детскими. Что для этого сделали? У нас есть специалист Мережков Султан. Да. Я его пригласил. У нас есть пару активистов. Есть Тачиев Муса, который великолепно делает луки, вот как вот по тем технологиям, которые были в средние века, вот когда это было действительно оружием. И вот мы взяли, заказали, сделали ходули, вот эти все вещи, тут же кула, всякие вот эти игрушки, но они в основном для подросткового возраста. Ну, там же и возраст, естественно, там 10 лет, там 8 лет, вот такие вот в лагерях у нас. И провели мы, вот сейчас один круг сделали, мы каждую смену один раз, значит, должны проехать в лагерь и это дело демонстрировать. Вот мы первую смену уже отработали, сейчас вторая смена, мы опять поедем, мы привозим этот инвентарь, рассказываем, показываем, оставляем и уезжаем. Но интересно посмотреть, что происходит, когда ты оставляешь и даешь вот это время отстояться. Они бросаются просто... Это очень простые вещи, но довольно сложные игры. Если вот так взять, там очень сложно. Конечно, я хотел бы, моя мечта была, я предлагал, но есть люди, которые делают все, чтобы было как можно хуже. Я сейчас не хочу о них говорить, хотя о них надо говорить, видимо, в другой, более мрачной обстановке. Я просил сделать вообще эту тему, выделить в отдельное что-то. Я знаю, что длительное время это будет очень интересно, потому что для нас очень важно, чтобы личность самостоятельно формировалась. Не формировать ее, мы должны доносить то, что было сделано сотнями лет. Если эта игра кула сотни лет существовала, значит, она хорошая игра. Мы с охотой кидаемся в новоделок чьих-то, хотим что-то тащить, люди ментально не понимают, а мы начинаем их впихивать, понимаете, тем самым как бы акцентируя на то, что он ненормальный, недоразвитый. Хотя они развитые, но у них другое мировоззрение. И поэтому я считаю, вот в рамках того багажа исторического, который накоплен,
Нам особо никуда далеко ходить не надо. Это можно сделать очень дешево, но очень эффективно. И, конечно, хотелось бы, чтобы у нас в республике вот этому направлению игровой культуры, этнических вещей, вот именно праздничной культуры было уделено время. Я знаю, что эффект будет гораздо больше, чем то, что мы пытаемся вот современные какие-то образцы, значит, как-то пристроить. Понимаете? Тем более, что... Спасибо большое. Я согласен с вами, но сейчас давайте послушаем организаторов. Вы сказали, что ингушские игры, друзья, это праздник, и праздник нужно организовать. У нас в гостях Ваха Аушев, начальник отдела массовой физической культуры Министерства спорта Республики Ингушетия. Ваха, салам алейкум. Алейкум ассалам. Ну, как обстоят дела с организацией праздника? Ну, с организацией праздника у нас пока все нормально, без проблем. Команды определены. Завтра будут... Ну, мы совместно, Министерство спорта, совместно с Министерством культуры разработали программу. То есть программа спортивная и культурная, потому что взаимосвязанное мероприятие. Но по поводу с организаторов, я вот еще раз замечу, что самый главный инициатор и организаторов каких бы игр, ну, какого года бы не было, то это Израиль. То, что я полностью согласен с тем, что на сегодняшний день наши игры, они более такие, как вам сказать, сама идея изначально была, да, как уже Израиль сказал, это такое было культурное мероприятие, тоже наши именно древние виды спорта, не то, что ингушские, ну, северокавказские. И потихоньку были введены туда виды спорта, то есть олимпийские виды спорта, которые как бы под монокультуру они не вписываются. Но я думаю, из-за популярности. Ну, да, из-за популярности. Но опять-таки, как уже Израиль говорил, если мы еще туда же ведем наши остальные игры, которые, ну, то есть национальные, то это будет намного интереснее, потому что именно вот это данное мероприятие, оно не больше такого спортивного плана, потому что у нас в республике проводятся чемпионаты России по дзюдо, там, да, то есть по олимпийским видам спорта, ну пусть будет даже, пусть они будут не олимпийские, там ММА, там еще что-то, но здесь сама цель именно вот развития и для нашей молодежи, чтобы наши дети знали именно наши непосредственно культурные традиционные игры там или виды, которые были, которые на сегодняшний день, к сожалению, вымерли. И нам нужно как-то в этом плане поднимать это все. Традиционно ингушские игры будут проходить на стадионе лицей в городе Назрань. Да, во сколько там начало? В 10 часов. В 10 часов, друзья, 29 июня начинаются ингушские игры на стадионе Магаз. У нас есть материал, он прошлого года. Давайте посмотрим его, чтобы те, кто никогда не видел, имели представление, что такое ингушские игры. В разных частях стадиона представители городов и районов Ингушетии соревновались в поднятии тяжестей, стрельбе из лука, метании камня и в других видах спорта, демонстрирующих силу, ловкость, выносливость и мужество. Каждая дисциплина была по-своему интересной и захватывающей. Во всех национальных видах спорта шла нешуточная борьба. Желая отстоять честь своего села, ребята выкладывались на все 100%. Недостаток опыта и мастерства восполнялся стремлением к победе. Спортивные состязания сопровождались ритмами национальной музыки, выступлениями звезд ингушской эстрады и танцевальных коллективов. Всего в республиканских состязаниях приняли участие 9 команд, 8 из которых представляли районы и населенные пункты Ингушетии. Победители республиканского этапа будут представлять Ингушетию на фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который в этом году пройдет в одной из республик Северокавказского федерального округа. Ну вот, друзья, праздник, но в этом материале мы показали не все, на самом деле там бывает и помимо Министерства культуры, Министерства спорта, там бывает и кухня рядом. Да, и кухня, там много чего интересного. Да, на самом деле, если понимать, что это за мероприятие, друзья, если вкладываться в него, то это потрясающий фестиваль, действительно фестиваль. Да, это праздник реально, причем это не чисто спортивное мероприятие, или не чисто такое традиционно национальное, да, то есть это объединенное такое мероприятие, которое каждый желающий может прийти и посмотреть, и полюбоваться, и поучаствовать даже. Мы и в этом году заранее везде по интернет-ресурсам, да, раскинули, что каждый желающий, который хочет выступить на этих играх, заранее позвонит, да, оставит свои данные. Мы, если реально он способный, то есть может конкурировать, да, с ребятами, то мы можем его посодействовать, чтобы он участвовал в этих мероприятиях. Почему бы и нет?
можно отобраться в сборную команды республики и уже выступать в составе сборной команды уже на Кавказских играх. То есть это нормально. Это очень здорово, на самом деле. Я еще раз хочу призвать всех прийти 29 числа в 10 утра на стадион лицея. Это суббота, да? Это суббота. Выходной день, друзья. И получите удовольствие от этого мероприятия. Я надеюсь, все будет организовано именно так, чтобы люди получали удовольствие. Обязательно. Поэтому ждем всех, давайте придем, поддержим спортсменов, да и заодно узнаем, какие там виды спорта были. У нас в гостях Хусейн Катиев, президент Федерации армрестлинга Республики Ингушетия. Ну, с армрестлингом в республике все в порядке, давайте будем откровенны. Хусейн, расскажите вообще, вы давно уже занимаетесь, скажем так, подготовкой спортсменов к ингушским играм и к фестивалю культуры и спорта народов Кавказа. Расскажите вообще о своей работе вкратце. Когда подходит, да, вот время ингушских, кавказских игр, да, у ребят большая радость. Появляется там все, и отбор они проходят. И что я хотел сказать, вот на всех играх, да, на кавказских играх, там конкуренция очень сильная, именно по армспорту. Там самая молодая команда – это наша республика по армспорту. Там. И каждый год ребята достойные места занимали. Первые места там, ну, каждый год были там первые места. И один момент был так, когда мы на чемпионат мира поехали, грузины тоже знали про эти игры. И один там, наград чемпион мира, и он мне говорит, можно, говорит, я к вам приеду и выступлю за республику. Момент такой был. Как я сказал, это огромная радость. Весь мир про эти игры уже знает, слышали. И каждый год ребята растут даже на этих играх. Выезжаем на чемпионаты России. Везде про наши игры говорят. Это большая радость для всех спортсменов, для нации нашей. А вообще подготовка сама, где вы готовите спортсменов? Вы уезжаете на сборы при подготовке или все-таки ну каждый да, сам? Перед Кавказскими играми мы в Мужичах проводим сборы, там ребята тренируются, там, мы их готовим к этому, и отбор они потом проходят. Проводим мы с ними отбор. И первые номера выезжают на Кавказские игры. Вот так вот. Весерил Магомедгериевич, армрестлинг был изначально? Да. Дело в том, что вот я хотел сказать, что килькгордеш это всегда было. Это не, опять-таки, вот как и с лянгами, то же самое с армспортом. Всегда это было издревле. Просто это проходило не так, как это, как сказать, англосаксонский вариант. То, что стол, вот эти ручки, это проходило на стол, невысокие две табуретки, и проходили вот так соревнования. Это национальное. Тут можно было потерпеть вот это вот влияние Запада, так скажем. Знаете? Вот интересная вот вещь. Вот есть такой вид спорта, как табан-терес. Табан-терес, это называется, тюрки понимают, вот нагайцы, вот у них проводят это соревнование. Вообще это тюркский вид, значит, вот такая бревно там, или доска, два человека садятся друг против друга, берут палку и перетягивают, кто кого перетянет. Вариантов много. Там были такие, что одной рукой держишь палку, а другой плеткой бьешь соперника, и там проходило. Но разные варианты. Принцип этот, что два человека друг друга перетягивают. И вот пока он был такой, он опять-таки не считался как бы таким видом, ну, национально где-то кто-то проводит. Но вот, значит, пришла такая идея назвать это масс-рестлинг. И вот как масс-рестлинг его назвали, как армрестлинг, и потом все начали, вот тогда это начали проводить. Это психология убожества, понимаете? Если это есть табан-терес, это должен быть табан-терес. Если это килькгордеш, надо килькгордеш говорить. То есть вот тут психология. И пускай приходит. Если, допустим, эти виды взять, чидаоба грузинская, она включена в достояние мировой культуры и виды спорта, я считаю, что наша игровая культура вполне имеет шансы, если ее показать именно в нормальном, устраивающем людей варианте, она способна занять свое место в мировой культуре. Это очень вполне реальная вещь. Поэтому этот вид спорта, он изначально был. Просто мы как, вот не стали вот это вот усложнять. Мы думали потом, когда сформируется вот такое общее видение, сами же армрестлеры, значит,
с ними поговорить, и вот чтобы они были как бы не так, что им директивно говорить, вот так будете. Я думал, мы договоримся. Да мы и договорились бы, в общем-то, что на вот этих кавказских мы, значит, не так, а вот, допустим, на этом. И это и им было бы интересно. Да. И в 2009 году были вот эти столик стоял и 2 стульчика. И мы их привинчивали, чтобы устойчивость была. И мы боролись. Поэтому это все, что касается вот этих состязаний, единоборств, оно присутствовало во всех культурах. Но это отдельная тема, как говорится, можно очень много говорить. Я этому много времени уделил. Я вам скажу, что мало того, что вот получилось, что с Ингушетией вообще эта тема в России пошла. Началась, да. Я вот в этом плане считаю, что я цель свою достиг. Но в России Федерацию этноспорта открыли в 2011 году только. И то, когда мы пошли делать это дело. Поэтому, как ни говори, все-таки мы свой вклад в это дело делаем. И я думаю, все-таки, когда чуть-чуть время еще пройдет, вот вы вопрос слышали, я думаю, что вот это желание вот именно в таком, чтобы было национальном, оно будет все больше и больше. И мы все равно придем к тому, что мы будем делать это как полагается. Ну, хорошо, что хоть так. Поэтому вот эти вот игры, они должны привлекать как можно больше людей. Мы должны выходить из стандартов вот этих вот уже европейских, которые были, и, значит, свои стандарты какие-то ставить. Это будет интересно и населению, и полезно. И потом я последнее, что хочу сказать, надо понимать, что такие мероприятия, помимо того, что вот это зрелищно, это физически развивает, это очень серьезная просветительская работа, потому что у молодежи, особенно в раннем возрасте, возникает очень большой интерес к своей культуре. Вот вызвать интерес, это является самой большой целью. Спасибо большое. Ну, на самом деле, да, интерес. Но знаете, вот сейчас мы наблюдаем еще какое явление. Все-таки становится популярнее уже знать свой язык. Да? Вот если в конце 90-х и в нулевых мы слышали вот этот несуразный акцент на ингушском языке, то сейчас больше все-таки становится людей, которые хотят говорить на ингушском языке, изучать ингушскую культуру и тем более ингушские состязания, которые на самом деле людям нравятся. И мы общаемся с молодежью, да, говорим об ингушских играх, и многие хотят принять участие. Ну, наверное, где-то, да, вот несмелость человека, что вот, ну, я не справлюсь. Вот это, наверное, как-то сдерживает. Нужно бы придумать фестиваль для таких, как я. Отдельно, да? Да, для людей, которые не спортсмены, но любят спорт. Для них это и было придумано. Именно для вот этих вот ребят, которые... Поэтому все было сделано для того, чтобы уйти от спорта. Понимаете? В любом... Спорт, современный спорт, он уже как бы инфицирован всякими побочными действиями, и он, значит, имеет свои проблемы. И я вот категорически против их переносить на нашу этнокультурную почву. Я не понаслышке, я сам был спортсменом, я руководил Федерацией тяжелой атлетики России, был в Международной Федерации, и был членом исполкома Олимпийского комитета России, и международный опыт имею, и с другими странами работал. Я просто знаю, о чем я говорю, что вот та зараза, которая происходит в современном спорте, и ни в коем случае, вы понимаете, просто взяли эту ложку дегтя, в бочку меда положили. Это было обидно. Вот мне лично, когда вот эти пошли, одежда эта, значит, спортивная пошла, вот эти ребята, непонятно, со всей России, толкатели ядра, понимаете? А он делалось для обычного нормального парня, который имеет... Вот у нас был, дай Аллах ему 1000 лет жизни, Евлоев, да, камень поднимал. Ну, красота. Да, он когда-то штангой занимался, но он сам по себе вот такой крепкий парень. И мне это было приятно, когда он такой, вроде бы не какой-то гигант, но он поднимал камень. А эти вот ребята, которые силовые, занимаются европейскими вот этими делами, они не могли этого сделать. Но я знаю и тех ребят, кто там находится. Они многие прошли через сборную по тяжелой атлетике. Я вам скажу, ни один из них допинг-контроль не пройдет. То есть есть моменты, да, вот это чистое,
как ни говори, оно очень чистое, и хотелось бы именно вот эту чистоту продвигать. Поэтому для таких, как вы, молодой человек, это и делается. А для остальных вот есть, пожалуйста, другие виды. Да, есть спорт высоких достижений для остальных. А вот у нас отняли. Это увлечение должно быть. А потом я еще одну, вот, извините, хотел сказать. Вот многие говорят, опять-таки, вот берут, надо бесплатно, улицу бегать, вот в 6 часов утра встают, бегают, вот это вот пропагандируют такую. На Кавказе это не, у нас это не пройдет, у ингушей. Всегда состязания были очень серьезные, причем девушки у нас наравне с парнями были, и в скачках, и у нас вообще женщина-воин, понимаете, по своей вот ментальности. И призы были всегда. И всегда надо давать хорошие призы, и всегда надо стимулировать, и не жалеть для вот этих вещей никаких материальных стимулов. Вот это очень-очень серьезный момент. Да. Поэтому я считаю, что вот этот праздник, когда он еще вот такими вещами обставлен, да, вот материально, я считаю, это очень вполне нормальное, хорошее явление. Вот это будет великолепно, и поэтому, конечно, нужно и создавать, может, какой-то фонд для вот именно поддержки таких. И потом это же люди не которые с утра до вечера, как спортсмен, допустим, идет на тренировку. Да, это те, которые имеют физические данные. И поймите, что не каждый может, а может быть, не каждый хочет быть олимпийским чемпионом. Но он хочет себя показать. Ему надо дать эту возможность. На самом деле мысль очень здоровая, что каждому нужно дать возможность себя показать. Мы возвращаемся к вам, но вопрос уже более организационный. Сколько примерно спортсменов принимает участие в ингушских играх ежегодно? 110 человек. 110 человек – это все и 9 команд? Это 9 команд, да. 110 человек – это 9 команд всех, да? Да. И преимущественно юноши, правильно? Нет, от 18 лет и старше. Не, имеется в виду ребята, молодые люди. Но есть и девушки. Есть и вот девушки. Об этом, пожалуйста. В каких видах спорта девушки участвуют? Стрельба из лука, потом тройной прыжок. Так, и все. И как девушки стреляют из лука? Ну, в прошлом году мы заняли, вообще команда у нас именно в стрельбе из лука. Там просто единственное, по прошлому году, к сожалению, поменялись правила в Грозном, потому что дистанция, вот эта территория не хватало, и как бы там до первого промаха. Но я просто к чему это говорю? Там обычно, вы же знаете, Сэл, что там как бы команда была каждый год. То есть девушка, ну там идет микс, да, девушка-парень. И считалось, кто целая команда, как бы, кто дальше дойдет, тот и побеждает. У нас в прошлом году мы как бы командно заняли первое место, а вот именно потому, что чуть-чуть была там корректировка, да, с правилами, и получилось, что второе место наши ребята. Там было очень просто, извините, перебью. Вообще во всех этих видах национальных очень простые правила. И вот там самый основной момент, когда люди договариваются, какие будут правила. Они не как вот в обычном виде спорта, там вот прописано. Прописан регламент тоже. Что нужно? Надо попасть в цель, да. Вот, смотрите, договорились. Накануне вот этого всего надо договориться. И там было очень просто. Попасть в мишень как можно дальше. Вот ты попадаешь, ее убирают, дальше. И кто дальше в нее вообще попал? И вот там был такой вид спорта, как камень кидали тоже в мишень. И многие говорят, что это просто. Я говорю, если ты считаешь просто, давайте поставим 80 сантиметров, ну, примерно вот так, взяли 80 сантиметров. Ну, с 5 метров ты еще попадаешь, с 10 сложно, с 15 тяжело. А кажется, что, допустим, кто дальше кинет, я говорю, ну, с 20, с 30, 40 попади камнем вот в этот вот большой круг. Это вот при вроде бы простоте, это очень серьезные вещи. А потом вот эти командные, не командные, опять-таки это тянет туда. Ты пришел, спортсмен, там вот стреляешь из лука. К тому же цель была, чтобы и луки были не заводские, а именно сделанные у себя на родине. Вот такие луки должны быть. И приходит человек вот с таким луком, у него определенный костюм, правильно? И он стреляет в определенную цель как можно дальше. И на этом все заканчивается. А вот когда вот эти, было конечно, это и смотрится красиво. И вот дальше отправили, вот он, допустим, за там 80 метров попал, никто не попал. Ну все, он чемпион. И до свидания, никаких командных.
Вот что должно быть, понимаете? Вообще, да, на самом деле. Ну, к сожалению, просто сегодня эти игры как более стали такими политизированными. И, к сожалению, мы можем, например, реально провести, как вы говорили, там, перворазрядника, просто любителя спортсмена, да? Ну, если в любом случае ставится какая-то задача, не просто участвовать как статистом. Каждый ставит задачу, там, кто-то выиграет или в тройке призеров быть. Мы приезжаем, а там реально вот легкоатлеты там, или из других видов олимпийских. Члены сборной команды страны находятся на сегодня. То есть, как минимум, мастера спорта международного класса. Я наблюдал. И допинг-контроля нет, кстати. Да, Это наш недоконтроль. Нет, я, извините, скажу, есть правило, что любые соревнования, вот, допустим, Министерство спорта не имеет права вообще это проводить, вот такие соревнования. Почему? Потому что если оно проводит, то обязательно допинг-контроль. И вот представьте, там хорошие призы на Кавказских играх. И приезжают с Питера, с Ростова, вообще не имеющие это самое, да? И они, конечно, там подзаработают себе денежку. Но я говорю, а что вам, заработать негде, что ли? Ну, дайте им там деньги, лишь бы они сюда не приезжали, нам не мешали, знаете? А я вам скажу, что если бы провести там вот в этих видах допинг-контроль, я уверен, что там Или хотя бы Сочи 2014 ограничения сделать в спортивном мастерстве, я имею в виду, там не международников допускать, но максимум КМСников, чтобы Да, как-то эти сравнять виды не возможности должны быть людей. просто там. Ну, эти виды тоже не должны быть, да, абсолютно согласен. Да, я наблюдал такую историю, когда Кавказские игры еще они назывались, проходили в Нальчике в 2013 году, по-моему, это было, или в 2012, я уже точно не помню, но вот один из этих двух случаев Кавказских игр, когда приезжали на соревнования по легкой атлетике, несколько разных республик представляли не местные жители, а вот члены сборной России. Да. Пробежали эстафету. Вот в прошлом году был неофициальный чемпионат России, например. Да. Не буду называть, там с каких команд были люди, но по факту я говорю. То же самое стрельба из лука. То есть там участвовали реально члены сборной страны, которые участвуют на международных соревнованиях. Сегодня, извините, Кавказские игры, часто они называются фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, потому что там были у нас разбирательства. Так вот, ихний фестиваль, он очень мешает ингушским играм теперь. Он мешает нам. Вот его, как его оттуда сверху, он не дает внутри развиваться. Поэтому я считаю, что нам надо все-таки развивать вот эту ситуацию. Делать ингушские игры, не глядя на то. Может, мы как-нибудь совместно сделаем, вот именно которые сейчас 12 дисциплин спортивных, и вот, которые вы говорите, другие виды. То есть мы должны поработать, входят, конечно. да, просто как-то проработать, я думаю, чтобы что расширить как-то. и руководство должно пойти навстречу, и мы должны поработать. Я вам скажу, что мы можем очень интересные вещи дать подрастающему поколению. И вообще населению. Сейчас такое дело, что человеку в 50 лет он некоторые вещи узнает и начинает прозревать, понимаете? Мы очень много, у нас есть хорошие специалисты, их немного, но они очень хорошие, информированы очень хорошо о нашей культуре. Я гарантирую, что эта культура очень интересная, оригинальная. Мы могли бы это делать и действительно заниматься ингушскими играми, как это полагается. Да? Тем более, что я знаю, и что Министерство спорта, Министерство культуры везде имеют здоровое представление, и если им дадут возможность, они все сделают хорошо. Ну, я надеюсь, что возможность вам дадут, и сделать надо все хорошо. Я еще раз скажу, друзья, 29 июня в 10 утра на стадионе лицея города Назрань начинаются ингушские игры. Приходите, болейте за своих друзей, родственников, да в принципе за каждого спортсмена. За свой город, за свой район. Это же интересно. Все 9 районов и городов республики будут принимать участие в этом. Поэтому, ну, болельщиков там бывает достаточно. Болельщиков, да. С Малгобекского района и Малгобек люди приезжают. Я вам скажу, других тоже есть, Назрани много, Назранский район. Я думаю, будет интересно. И потихоньку, я думаю, что... Просто если единственное, вот как мы вот обсуждали этот момент, если еще добавить вида, более, чтобы разнообразить. Пусть они даже не будут на Кавказских играх участвовать, но тем не менее. Поднятие камня очень сильно надо добавить. Это наш вид, правильно? Да. Я думаю, совместно. Конные виды надо обязательно. Да. У нас конников надо поддерживать. Да, конников надо, но ситуация такая, что конные, давайте будем открыты. Это недорого. Это дело не в том, что дорого, нет. Дело в том, что при всем уважении мало людей умеют ездить верхом. Вот достаточно. Сейчас потихоньку уже начинает. Достаточно. Дело в том, что я помню, был скандал, когда наших не пускали на вот эти соревнования,
А почему? Потому что, говорит, вот вы приезжаете, призы все забираете, говорит, а турниры проводит, Кадыров проводит у себя, то везде все проводят. А почему вы в Ингушетии не проводите турниры? Было такое. У нас нормальные есть спортсмены, у нас очень хорошая база, хорошие скакуны, так что у нас просто надо их показать. Я вам скажу, я вам искренне благодарен, что вот на этих ингушских играх, первых которых, они абсолютно без никаких материальных стимулов, вот именно, чтобы поддержать это движение, предоставляли нам и лошадей, да, предоставляли и сбрую, и все, и шили, и все красиво выглядело. Это было все сделано энтузиазмами, которые любят свою культуру. И я уверен, что если мы этот вопрос поднимем, с удовольствием нам помогут и специалисты, и конники, которые у нас есть. Я уверен, что это жемчужина ингушской культуры, которую можно возродить, и с удовольствием люди, значит, примут в этом участие. Да. Ну, друзья, надеемся, что действительно найдет отклик в сердцах. Даже не надеемся, а должен найти вот этот посыл, отклик в наших сердцах. Потому что это действительно наше. Когда я впервые, я еще был студентом, когда услышал про то, что прошли ингушские игры, и я читал ингушскую литературу, возьмем тоже из «Семевиков», да, который у всех на слуху, там ведь тоже была сцена ингушских игр. И знаете, вот я прям вот думал, вот приеду, обязательно приму участие. Но когда приехал и увидел мастеров спорта, понял, что не, пока не мое. Вот так. Еще несколько вопросов по самой организации. По какому принципу вообще отбираются участники, которые принимают потом играют главную роль, да, в ингушских играх? Есть районные. У нас сначала проводятся районные и городские соревнования, то есть второй этап. Там проводится отбор, то есть они уже составляют свою команду, которая будет уже просто выступать на республиканской, то есть на финале республики. И уже по итогам, вот завтрашним итогам соревнований мы уже определимся составом и проведем учебно-тренировочный сбор перед Кавказскими играми, которые будут проходить, скорее всего, пока еще с датами точно не определились. Ну, наверное, или в конце сентября, или в первых числах октября. Я так думаю. Немного перчинки в систему организации. Вот в прошлом году, когда мы вот также вели эфир перед Кавказскими играми, перед фестивалем культуры и спорта народов Кавказа, позвонил человек, который сказал, что вот я выиграл республиканский этап по стрельбе из лука, но отправляет кого-то другого. Такое сейчас... Ну, я же просто говорю, если, например, ставится задача, мы не из-за того, что кого-то хотим брать, кого-то не хотим, если уже, как говорится, вещи своим говорят. Есть задача, например, ставится задача, например, руководством занять не первое место, то есть в тройке призеров быть. Мы понимаем реально возможности, кто более-менее в спорте как бы разбирается, он поймет, что там 12 видов, то есть это командные соревнования, и мы должны как бы 100% я не могу сказать, потому что это спорт, там никто никому не должен. Не теоретически мы там примерно знаем, вот эти 5, например, каких-то дисциплин мы должны занять первое место, то есть очково. А тоже, например, стрельба из лука, взяли бы мы сегодня местного, да, не из-за того, что, примерно, там, вот это, кто выиграл, кого вы говорите, да, но когда против тебя выставляют реально сборников, то ты хочешь, не хочешь, ты как-то должен выкручиваться. И мы не можем, например, армспорт, да, армспорт наши, вот, то есть ребята выступают, где-то есть, которые у нас виды спорта, пока, к сожалению, я не скажу, что там тренера плохие, там, да, не квалифицированные, не работают, где-то мы хромаем, пока, как говорится, опаздываем, да, от других, но, тем не менее, если задача ставится, мы примерно как бы анализируем и подбираем. Может, если в этом году выиграет, я думаю, что мы возьмем, никаких проблем нет такого. Я, например, вообще за чистый спорт. Человек выиграл, я так считаю, прошел, выиграл, значит, он должен дальше ехать. Есть для этого учебно-тренировочный сбор, то есть 1,5-2 месяца, за эти 1,5-2 месяца можно подготовиться. Пусть он даже в этом году не покажет результат дальше, да, но у него будет интерес, он может на следующий год готовиться и вполне может за год поднять свой статус, никаких проблем с этим. Будем ждать фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, а пока будем ждать результатов ингушских игр, которые пройдут на стадионе лицей 29 июня. Еще вопрос к вам, Исраил Магомедгиреевич. Да, давайте сначала примем звонок, потом будут все вопросы. Алло, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да. Салам алейкум. Алейкум салам. У меня вот вопрос. Вот раньше учреждали какой-то специальный приз, там, в виде машины и так далее. Это, наверное, привлекало и участников, и зрителей. В этом году будет такой приз учрежден? Что будет?
Вас поняли, но раньше был специальный приз, говорят. Спасибо большое за звонок. Ну, я так скажу, я давно уже как бы сколько-то лет не занимаюсь, я вначале только был. Были хорошие призы, первое, второе, третье место, вот, денежные призы мы давали. И я не знаю сейчас как, но я же вот об этом уже говорил. Вот это необходимая вещь, когда существует нормальный материальный стимул. Вот. Конечно, там машины, вот это все давать, это может быть и слишком, но нормально под это дело, значит, давать финансовый приз, это, я считаю, вполне нормально. Это вписывается в культуру нашу. Да. Ну вот единственное, если сейчас, может быть, как-то этот вопрос может адресоваться к Министерству спорта, я просто к чему говорю, что не то, что там Министерство спорта защищает там, или кого-то еще. По поводу вот призов, да, просто есть какие-то те же статьи расходов или еще что-то, призовые. То есть на самом деле не надо там надеяться на государство. У нас есть спонсоры, у нас есть какие-то, например, денежные люди или там еще люди, которые хотят какой-то вклад, если внести. Это тоже большой вклад в внесение в нашу культуру. Да, да. И, пожалуйста, могут от себя прийти и наградить, мы не против. То есть, ну, я к чему просто говорю, на кого-то надеяться, там, или сказать, там, вот в государстве вы должны, мы же знаем, что сегодня тоже финансовая сторона сегодня, там, ну, кризис, тяжело, да, тяжело. Да, и из-за этого не все, как говорится, у нас тоже гладко. Мы конечно, хотим и давать и призы, там, и все остальное, но, тем не менее, если есть какие-то, как говорится, небюджетные люди, которые могут прийти и положить, там, помочь чем-то, пожалуйста. В любое время, друзья, приходите и помогайте. Мы всегда этому рады. Ну, Исраил Магомедгерович, у меня вопрос был к вам. Будете ли вы в дальнейшем когда-нибудь еще заниматься ингушскими играми? Хотелось бы. Ну, я дело в том, что это для меня очень интересное вообще направление. Я опять говорю, я использовал момент вот с Министерством образования, чтобы вот эту тему хотя бы вот детям показывать. Я вижу, что она эффективна. Я считаю, что по большому счету это было бы полезно, вот это все, и нашу национальную игровую культуру вводить в программу, начиная еще с детских садов. Потому что вот эти всякие игры, которые были детские, они очень сильно развивают моторику, развивают мировоззрение. Потому что там же как? Там помимо того, что делается какая-то игра, там еще есть считалочки на родном языке. Всякие вот эти скороговорки есть. Это очень, очень комплексная, хорошая программа, которую я лично, я мечтаю, чтобы она была. И я абсолютно, как сказать, без устали готов работать в этом направлении. И если во мне есть какая-то польза, я с удовольствием это, кроме как быть свадебным генералом, я, конечно, не хочу быть, но так я именно считаю, что для меня большая честь вот именно вот эту игровую культуру возродить и дать возможность людям, которые имеют к этому интерес, раскрыться и реализовать себя. Потому что это очень серьезная инвестиция в нашу перспективу. Пока культура вот в широком понимании жива, любой народ имеет право на большую перспективу. Нет культуры, он может размножаться до бесконечности, это будет просто биологическая масса. Просто толпа людей. Ну и вопрос, я знаю, что многие спортсмены, да, начинали свой спортивный путь, да, свой путь в большой спорт именно с ингушских игр. Мы знаем таких ребят, которые стали заниматься профессиональным спортом, начав свой путь именно со стадиона лицей. Как бы это странно не звучало. Вот у Хусейна Картоева, президент Федерации армрестлинга Республики Ингушетия, есть же в команде ребята, которые впервые попробовали себя вот на крупных соревнованиях именно в ингушских играх. Конечно, очень много таких ребят, которые, вот я говорю, вот сейчас постоянно звонки, когда у нас игры, когда у нас сборы начнутся, много таких. И даже вот армспорт пришли очень много ребят, да, вот приходили смотреть, вот чисто ингушские игры, кавказские игры, как их награждают, как олимпийцев поднимают, там очень красиво, красочно получается. И очень много ребят пришло, именно наш спорт, да, вот. И как Исраил сказал, вот это именно вот поднятие камня, да, вот каждый год обсуждалось вот это, чтобы внесли вот это тоже
но это очень зрелищный и очень красивый вид. И я хочу от всех спортсменов, от всех жителей, да, вот, любителей спорта, Исраилу Баркал, что вот так, основатель Исраила Баркал Дерясал, вот так. Да, присоединяемся, потому что идея на самом деле очень сильная вещь. Потому что вы начали все это, теперь мы рады. Да, еще вот вопрос, очень хороший вопрос про школьников. Да. Может проводить ингушские игры еще среди школьников? Мы вот в том-то и дело, вот сейчас то, что вот мы по лагерям ездим, все, я думаю, что вот эту тему надо развивать. А там инвентарь очень нехитрый. Надо его договориться, чтобы в школах вот этот инвентарь был. Он дешевый. Надо вот эту выработать систему. Я же говорил, что внести вот именно в программу, чтобы это было. Вот, допустим, я сталкиваюсь с чем? У нас мяча нету, играть мяч, вот нам вот это, инвентарь какой-то им нужен. Стоимость комплекта вот для ингушских игр, да, вот этих вот, он меньше, чем стоит мяч баскетбольный. Но эффект гораздо больше, интерес больше. Любое действие человека, оно сопровождается тем, что он должен понимать, для чего, к чему это все идет. Ведь любой вид спорта имеет какое-то начало. А мы получаем конечный результат. Поэтому, в общем-то, у нас спорт, он механический. Вот раз взял там, и почему вольная борьба, там, дзюдо, чем они, откуда корни. Когда люди знают истоки, вот наши игры, они еще ментально цепляются за истоки. Вот, допустим, баскетбол, да, это чисто американское изобретение. В одном, значит, для сирот интернате негритянском, где черное население, значит, там был священник местный, в смысле, вот этого интерната, и он хотел как-то занять своих этих питомцев, повесил корзину для белья, и вот они там сделали тряпку, вот такую, типа мяча, и кидали, как попадешь. Вот откуда начался баскетбол. Вот взять, допустим, такой... любой вид спорта, вот, который берешь, он из простых вещей взялся. Да, вот гольф. Это аристократы. А с чего началось? Это пастушок. У него была такая палочка, пока там эти овцы пасутся, он этой палочкой, этот камушек бил и загонял, там много кроличьих, заячьих нор было, и он загонял ее. Попадет, не попадет. Вот с этого начался этот вид спорта, который, я не говорю, что у нас и каждый должен это стать, но если сотни лет наши предки детство все это проводили вот с этими вещами, значит, это было эффективно. Что-то в этом есть. Это есть, и это надо предоставить. И сегодня этого нету не потому, что не хотят, а потому, что мы им не дали. Надо дать, надо показать. Поэтому я поддерживаю и считаю, что мы должны будем вот это направление на всех возрастах делать. Это надо потихонечку работать. И я бы сказал так, что здесь не нужны какие-то специальные спортивные сооружения. Здесь нужна добрая воля, любовь к своей культуре и просто нормальные знания. У нас пока еще в республике есть специалисты, которые могут в этом плане помочь. Есть у нас и пособия даже готовые, можно и по школам распространить, и можно и преподавателей физкультуры где-то поднатаскать, и потом население с удовольствием подключится в это дело. И я уверен, что вот этот вопрос, который вы задаете, он вполне актуален и очень реален к исполнению. И я думаю, что у нас будет возможность вот это вот в этом году, может быть, начнем и добьемся определенных успехов. Как вы поняли, друзья, об ингушских национальных видах спорта можно говорить в течение всего дня. Это мы поняли из общения с нашим олимпийским чемпионом Исраилом Магомедгереевичем Арсамаковым. Вахли Хусейн, также спасибо за то, что нашли время, пришли. Удачи вам на ингушских играх, удачи именно в организационном плане. И спортсменам, уважаемые друзья, еще раз приглашаю всех 29 июня в 10 утра стадион лицея в городе Назрань. И мы начинаем
ингушские игры. На этом, друзья, все. Это была программа «Главное». Меня зовут Амир Цычоев. Увидимся на канале НТРК. Всего доброго. До свидания.